«Судьба народа – моя судьба». Так называется книга Ильяса Альчикова, которую он представил публике в Алуште. Ильяс Альчиков – один из немногих, кому в начале 60-х годов, когда двери высших учебных заведений для крымских татар оставались закрытыми, удалось поступить в Московский институт механизации и электрификации сельского хозяйства, а позже стать студентом Московского авиационного института и продолжить свою деятельность инженером-проектировщиком в конструкторском бюро Королева. В книге автор делится своей биографией, глубокими размышлениями и личными воспоминаниями, рассказывает о нелегком жизненном пути. В процессе жизни я вел такой легкий дневник и работал над этим делом 3 года, восстанавливая все события, которые имели место быть в процессе моей долгой жизни. Когда война началась, мне было 5 дней. Отец ушел на фронт, мать осталась с 3 детьми, и нас под автомат всех выбросили в Среднюю Азию. Начиная от выселения с деревни Шума, Верхней Кутузовки, когда мне еще 3 лет не было, и до последних дней. Всю жизнь меня эта власть пинала. В книге отражены самые трагические и важные события из жизни Ильяса Альчикова: разлука с родиной, тяжелое детство на чужбине, путь к знаниям, взлет карьеры в авиации, знакомство с известным ученым, профессором Рифатом Аппазовым, легендарным летчиком Амитханом Султаном, активное участие в национальном движении, арест и 7-летнее заключение, долгожданное возвращение на родину, в родное село Шума. Был связан с космонавтикой. 50 лет прожил в Москве и под старость лет решил вернуться на свою родину. Совсем я вернулся в 2008 году. В родной деревне около собственного отцовского дома. Участок. Вырвал, можно сказать, у властей просто с большим трудом. И каждый день любуюсь своим домом, в котором родился. Это судьба моего народа. Здесь все этапы, которые прошел наш народ. Ильяс Альчиков – яркий представитель целого поколения крымских татар, которые готовы были на жертвы ради своего народа. Сохранив любовь к родине, он смог передать эти чувства в своей книге новым поколениям, дав им возможность прикоснуться к памяти, вернуться в прошлое. На протяжении этих уже больше 10 лет мы постоянно общаемся, я постоянно фиксирую его воспоминания. Большой вклад Ильяс Ага еще сделал в то, что пытался сохранить наш родной диалект села Шума. Конечно, то, что он сейчас сделал, это в будущем, я не знаю, через 100 лет будет настолько же ценным, как воспоминания Джафера Сейдамета, который мы сейчас читаем и восторгаемся. Ильяс Ага Амитхан Султанмен көрішіп чалышқан. Ол оқыған Москва шерінде. Ве бүгінгі күнде Амитханмен рас келген чалышқан инсанлар пармақларда саймақ мүмкін. Ильяс Ага Альчиков бүйіктен бүйік иш етті. Бұл кітапны шығарып, бұл кітапмен бәрабер біз мәселе епіміз халқымыздың сүргінлікні кешірген күнлеріні көздеріміз огүнден кечиреміз. Böyle bir facianı bizim bütün halk başından geçirdi. Ve onlardan bir tanesi İlyas Ağa olarak ondan da gayrı bu insan Kırım'a nasıl kayıtıp geldi. Onunla beraber bizler de kayıtıp geldik bunda bilesiz. Onunla beraber o kurgan evini sanki biz de kurgandayın olduk. Ve bunlarını hepsini o böyle bir şeyler uydurup yazmadı. Onlarını hepsinin bu vakyalarını hepsini o'zining bese belli kundeliklerine esaslanıp hepsini saatini bile bazı bir kere kunlerini beraber yazıp bu şeylerini hepsini tarihke kaldırdı.